Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Роль женщин в современном мире. Подготовке концерта были привлечены специалисты из различных сфер деятельности. В Санкт-Петербурге состоялся 4-й Евразийский женский форум. Об участницах и решениях в нашем выпуске. Социально-экономическое развитие горных территорий. На 1 сентября 2024 года доходы консолидированного бюджета района достигли 854 миллионов рублей, что на 116% больше, чем в прошлом году. В правительстве региона прошло расширенное совещание, посвященное Веденскому району. Новое архитектурное решение. Его фасад отделают светло-серым мрамором и гранитом. Такое решение не только придаст сооружению уникальный внешний вид, но и позволит защитить пространство. В Грозном идет завершение реконструкции и введение в эксплуатацию нового вокзального комплекса. Евразийский женский форум – это международная площадка для обсуждения новой роли и возможностей женщин в условиях современного общества. В этом году он прошел в городе Санкт-Петербурге и представил платформу для обмена опытом и участия в дискуссиях по важным социальным проектам. Чеченскую республику представляла первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской республики, министра региона Хадижа Кадырова. В ходе форума она провела ряд встреч, на которых были заключены договоренности по актуальным вопросам. Обо всем по порядку в сюжете Медины Мударовой. 4-й Евразийский женский форум – уникальная площадка, где объединились женщины, лидеры со всего мира. Более 2000 делегатов и миллионы участников онлайн. Это пространство для диалога и сотрудничества. Среди участниц первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики, министр региона Хадижа Кадырова. За 3 дня проведения форума состоялось более 100 мероприятий, где обсуждались актуальные проблемы, принимались важные решения и подписывались соглашения о сотрудничестве. Хадижа Рамзановна приняла участие в рабочей встрече с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Аленой Аршиновой и депутатом парламента Республики Молдова Мариной Таубер. Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения была разработана в 2013 году по поручению Рамзана Кадырова. За весь период проведено около 400 тысяч мероприятий, подчеркнула Хадижа Кадырова. Спасибо. Владимира Александровна, мне приятно, что мы смогли встретиться в рамках визита нашей страны по поводу духовного нравственного воспитания еще в 2013 году по поручению Высшей Республики Северной России. Была разработана единая концепция духовного нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. В подготовке концепции были привлечены специалисты из различных сфер деятельности. Реализацией концепции занимаются ряд министерств и ведомств, все органы местного самоуправления, также религиозные, общественные организации. Данная работа направлена на целевое продвижение традиционных духовных ценностей, здорового образа жизни, развитию экологического воспитания, искоренению в нашем обществе террористических, экстремистских и других опасных проявлений, а также снижению дорожных транспортных происшествий. Самое главное, что мы здесь встречаемся без посредников, без русофобских журналистов, без интернет-форумов, которые очень часто используются различными спецслужбами, ЦИПСО и так далее, для того, чтобы породить стереотипы и зародить в нас сомнения в том, что мы равноправны, одинаковые, в том, что мы можем вместе очень много развивать и науку вместе, Гагарина в космос запускать, как когда-то мы сделали, и вместе, например, спасать мир, как мы это сделали в Великую Отечественную войну, во Вторую мировую войну. И у нас есть программа «Территория детства», когда уже почти 600 человек, буквально, мы же 5 месяцев всего работаем, уже это дети, старшеклассники, они приехали в Орленок, смену, в Морскую звезду и так далее, это международные смены, они вместе с россиянами, со всей страны, в том числе из Чеченской республики, проводили вместе время, и они друг с другом уже дружат. В ходе беседы стороны наметили общие планы и цели. Я еще раз повторюсь, я в Чеченской республике, и очень приятно видеть, что человек так говорит, за страну так борется, это очень приятно, таких патриотов.
Спасибо вам огромное и за ваше время, и за гостеприимство, и даст Бог с помощью Всевышнего эта встреча, этот прием, визит состоится поскорее, а мы как Евразия, мы предложим, может быть, даже какое-то мероприятие на территории Чеченской Республики, чтобы это было прям здорово, красиво. Спасибо вам огромное. Еще одна рабочая встреча прошла со вторым заместителем председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Маджид бин Тания. Она ведет активную работу в сфере защиты прав женщин и детей. На встрече была поднята самая актуальная и больная тема для всего мусульманского мира. В свете событий, происходящих в секторе Газа, обсудили программу помощи и защиты прав детей арабских беженцев из Палестины. С момента начала конфликта Чеченская Республика – одна из первых субъектов Российской Федерации, который протянул руку помощи. Множество благотворительных акций, сборы средств, строительство коттеджного поселка для беженцев и впереди еще много работы в этом направлении. Нам близок арабский мир, в особенности Объединенные Арабские Эмираты. Очень приятно, что вы нашли время для нашей встречи. We are pleased that you found the time for our meeting. Мы знаем, вы ведете большую и активную работу в сфере защиты прав детей и женщин. We know you are doing a lot of active work in protecting the rights of women and children. В этом направлении у вас накоплен богатый опыт. You have accumulated a wealth of experience in this area. И в свете событий, происходящих в секторе Газа, я бы хотела обсудить с вами программу помощи и защиты прав детей арабских беженцев из Палестины. С момента начала этого ужасного конфликта Чеченская Республика один из первых субъектов Российской Федерации, который протянул руку помощи своим братьям и сестрам по вере. Генерального общественного плана имени Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Айман Несин, главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем ведется активная работа по оказанию помощи. В ходе беседы Хадижа Кадырова пригласила Марьям Маджид бин Тания в Чеченскую Республику для встречи с беженцами. Также была озвучена идея о проведении Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов по всему Северному Кавказу. Министр заверила, наша республика оставит в памяти незабываемые впечатления. В завершении стороны обменялись теплыми словами и сделали памятное фото. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Реализация инвестиционных проектов, улучшение жилищно-коммунальных условий, реконструкция мостов и дорог – все это обсуждалось на очередном расширенном совещании по социально-экономическому развитию Веденского района. В ходе встречи с докладом о проводимой работе достигнутых результатов выступил глава администрации муниципалитета Турпал Али Абдулазизов. Рамзан Абуев продолжит. В начале своего доклада о социально-экономическом развитии Веденского района глава администрации муниципалитета Турпал Али Абдулазизов отметил значительную помощь, оказанную региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за последние несколько лет. Сумма превышает 720 миллионов рублей. Она включала финансовую поддержку, продуктовые наборы, ремонт и строительство социально значимых объектов, а также возведение домов для остро нуждающихся семей. На сумму более 39 миллионов рублей оказана помощь участникам СО, а также приобретены 3 микроавтобуса для учреждений здравоохранения и образования. В Веденском районе за последние годы на средства фонда выполнены следующие работы. Построены 3 соборные мечети в селах Тевзина, Дышни, Ведено и Марзой-Мох. Ведется строительство 2 соборных мечетей в селах Ведено и Махкеты, рассчитанных на 2 и 3 тысячи человек соответственно. Возводится 5 квартальных мечетей. В этом году открыл свои двери новый корпус санаторно-реабилитационный центр имени Кунта Хаджи Кишиева на 43 койко-мест, построенный за счет средств фонда стоимостью 119 миллионов рублей, ставшим очень популярным среди жителей и любителей медицинского туризма всей страны. Необходимость в строительстве нового корпуса возникла из-за постоянного растущего потока пациентов. Хочу отметить, что реабилитационный центр имени Кунта Хаджи Кишиева занял первое место на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В связи с этим правительство Чеченской Республики представило реабилитационный центр на федеральный этап всероссийского конкурса. Также при поддержке фонда в центре села Ведено построен и функционирует современный парк, где проведено ландшафтное освещение, установлены малые архитектурные формы со всеми условиями для комфортного отдыха. Хочу отметить, что значимым событием стало открытие нового здания многофункционального центра «Мои документы», построенного на средства фонда. От лица всех жителей
района и от себя лично выражаю огромную благодарность руководителю регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, герою России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазат Кобулдольцун, Аймане Несиевны Кадыровой и главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за все, что он сделал для Веденского района и его жителей. В рамках программы «Социально-экономическое развитие горных территорий» по поручению главы региона в районе планируется реализация 156 инвестиционных проектов на сумму 1,5 миллиарда рублей, что позволит создать 862 рабочих места. Впервые в муниципалитете возводится 10-этажный многоквартирный дом за счет внебюджетных инвестиций, стоимость которого превышает 300 миллионов. В рамках мероприятий по снижению потерь ОАО «Чеченэнерго» построено 31 километр линии электропередачи, установлено 14 трансформаторных подстанций. Продолжаются работы по замене еще 27 километров электролиний. По федеральной программе формирования комфортной городской среды в Веденском районе благоустроено 7 общественных и 6 дворовых территорий на общую сумму 28 миллионов рублей. В рамках программы «Чистая вода» ежедневно ведутся работы по установке очистных сооружений и резервуаров для воды в 8 населенных пунктах общей стоимостью 284 миллиона 319 тысяч рублей. В селе Ведено в рамках программы реконструкции очистных сооружений и канализации с 2022 года по сегодняшний день ведутся работы по реконструкции очистных сооружений и канализации на общую сумму 178 миллионов 486 тысяч рублей. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селах Махкеты и Ведено осуществляется строительство 8 индивидуальных жилых домов на сумму 48 миллионов 677 тысяч рублей. Эти дома, Магомед Ходжамедович, будут уже переданы нуждающимся в качестве помощи уже в декабре этого года. Благодаря главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, большое внимание в нашем районе уделяется развитию образования, здравоохранения и культуры. Таким образом, в рамках нацпроекта образования за последние годы построено 4 школы. В селе Махкеты школа имени шейха Хазуева Далдегалули, в селах Ведено, Октябрьская и Биной. Произведен капитальный ремонт в 12 школах, а также подготовлена сметная документация 12 общеобразовательных организаций. Проведен капитальный ремонт 2 детских школ искусства в селах Элистанджи и Ведено. В рамках нацпроекта «Демография» в районе построены 2 современных детских сада, также подготовлена документация на капитальный ремонт детского сада в селе Ведено. В рамках нацпроекта «Здоровье» в 5 населенных пунктах построены ФАПы, а также на стадии завершения строительства ФАПа в селе Агишбатой. Построена врачебная амбулатория в селе Элистанджи. За 2022-2023 годы в учреждениях здравоохранения района поставлено 24 единицы автотранспорта разного предназначения. В рамках нацпроекта «Культура» в районе построены 2 здания сельских домов культуры. В рамках федеральной программы обеспечения жильем молодых семей за последние 3 года улучшены жилищные условия 25 семей на сумму более 41 миллиона рублей. В соответствии с федеральным законом, дополнительная гарантия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в последние годы жильем обеспечили 35 человек. Магомед Ходжамедович, особенно хочется отметить значительное развитие района в области туризма. В рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики героя России Рамзана Ахматовича Кадырова по привлечению инвестиций и развитию туризма за последние годы в районе было построено множество объектов для отдыха и досуга, таких как глэмпинг «Воздух» в селе Макажой, базы отдыха «Хиллз» и «Ривер» в селе Биной, а также база отдыха «Подгорье» в селе Сельментаузен. Кроме того, Магомед Ходжамедович, по инициативе главы Чеченской Республики на территории спортивно-туристического комплекса «Казино Ам» ведется строительство гостиницы на 150 номеров. И за концовка, то, что за 22-23 год «Казино Ам» была в сумме 55 тысяч туристов сөйлер, шиншира, но кушара с января по август лерчи 67 тысяч саншира ошах. Это ой тогда могла и гостиница вместе хайлин чултахи шоу хербал уверенный двой. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Также была проведена масштабная реконструкция Хойского историко-архитектурного комплекса. За последние 3 года построено 47 километров асфальтированных дорог и отремонтировано 180 километров гравийных. Вместе с тем осуществлен капитальный ремонт 4 мостов и возведены 3 новых переправы. Как отметил председатель правительства, в начале 2000-х годов трудно было представить создание таких условий. Веденский район дуку кимаш бош خانزام دقيني أتسرق ديون وشوح حلق أتسقين عدين بوح بين قحية قامت عجي دالاز وتقبل دول سنية يا خلش غنا أسنية تيبول حبه كنا وستيبو ديون
عربي حاجة دريس خليل واحد ديون دلم بياكوش بويش بيش باس تحت إرستين سبويس بيش ديونا إتس كمان دي إتس نعني وقع ديكناك باي خير بوتي خاسون ويدنس كري أنا ونوخشي شوحشون ما أرى شي إستوري يوق إستوري يوش نوخشي قوم دا ديونا هو إستورييز ولولش أرسم دا ويدنس كري أنا قوتشي ال событияш исторический событияш خل ديونا نوخش نيزايش. Обсуждался важный вопрос переселения людей из оползневых зон. В 2024 году Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в рамках регионального проекта переселения граждан, проживающих в оползневых и сейсмических зонах, привлечено 2 миллиарда 139 миллиона рублей для приобретения жилья для 210 семей. Из-за переселения граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районе всего выведено 60 семей. أتوقع وقرأ طبعا من بالله يدوكش برش أتوقع 24 سماير إذا هو أمجك خا منستريك ألج 19 حلقتنا 25 جودا يقياش أثناء خنجم جوا متك خير ينت يسعدي غردر قطعة شاد لهم وزنك عدش شو ما يقدر ريش عدش تقول بوي ما فندر وانا وصل دوت خندش تاقيش ساعة أصلا هو إيردرتي ألج ألهم إدوكتا مسلم سوتياحا و 210 سماع إنسان ديونا شبه خصمش يش هقول أخش زديست ودين استياح قوي شو قيجري أنشكا ما حيقر دا إيمنا غير تحسي مع بايفيدنس كده أنا تسيغرية بلس 24 خطابة اسمها دوقتش 25 года تسيغرية يغيط ريحه قال استياح الوابطول. Уважаемый Магомед Хожахмедович, на самом деле Амалар на системной основе данной работы проводится, но опять-таки распределение, оно основано все-таки на общем количестве. У нас на сегодняшний день одна из самых проблемных зон – это Натеричный район, также у нас Ножевиртовский район, и, соответственно, город Грозный тоже в том числе является одним из проблемных. Но вот в рамках проработки данного вопроса, в любом случае, в 2025 году этот вопрос, соответственно, Министерство берет на себя обязательства, и, соответственно, мы этот вопрос решим. Муслим берет на себя обязательства, а чем обычно о чакда кансан лорес дейнядио. Глава администрации Гунинского сельского поселения сообщил о необходимости замены 4 километров водопровода внутри села из-за его ветхости. Проблему решили на месте. Также был озвучен еще один вопрос. خيت يورت يقع رزوت كساي كيلومتر تشنز بروبليمير دا لازوت قبل دول احمد هريت الخلفون دو هور كيرنخ بوك سنة ساغنش دو اخشنز يو تشنز مولشنز اخفا بير هوخشريش اوتس هي كيلومتر يول رزوت كان نا وصل دايش خلج يورت يقع يول دو قول قدرتون الرئيس خلوي باتشانا Глава. Да, Турдуевича. Магомед Даудов также акцентировал внимание на активном устранении существующих недочетов. Вот по заявкам администрации района с 2019 года по 2024 год было выделено инвесторам 7 земельных участков общей площадью 2,6 гектаров. Стяха беломет кширюшаша шуреоняха производство егирюар. В ходе проверки целевого использования данных участков установлено, что на 5 участках действующие объекты. На одном участке ведется строительство, и на одном участке строительство не начато. По 7 инвестиционным проектам заявлено создание 17 рабочих мест. Создано всего 9. Из-за унхайн хайрай он йорюш. Хайналогию хай беламет. Баркал Дересал. Регистрация объектов недвижимости. На 20 августа 2024 года всего объектов недвижимости 18 413 объектов. Не зарегистрировано 330 объектов. Сути ахади он бог, а олсен бягч хаб мунхайн района результат район. То же самое земельные участки у тебя. Незарегистрированных 310 объектов. Тоже капитальное строительство.
не зарегистрированных 20 объектов. А если Бог бичане, хай районе, любой чметя, масне уже бюджетный год, адул дальше дается, ПСД ешгул, или дом культуры кукват еш, я фапе кукват ешгул, хааш шгул изден, сюда аякш дёна, и ух стаг шейк лерт далде, цан шейна дикидуис. Ингояна 67 юа, 24 لا صلاح ديانا до 2025 года опылзного зонериш цана чубигал дихар духадал муслим шак дохудус и муслимина правительствена эван и так хогон цену йол долмет тех шухар хогон цену духшду алла цун ких диз объект дёна ши регистрация ши ких дош сыгылш эвач во нох чечен хумят шин цаял хили дал тема дай төл дён я тек мет кли дён сразу айдал даде انا сразу ايش يدعدا حق ديون عيدل واحد الديز متر واحد لا تنا وصل دا عيدل استحقاق يكشدون عيدل ناديون سن كيخ ديس ديون تديح ديون в этом плане бог Олсенбах. На совещании также прошло награждение победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды для жизни населения и развития жилищно-коммунального хозяйства». Награждается Махкетинское сельское поселение Веденского муниципального района Чеченской Республики. Турпал Али Абдулазизов подчеркнул важность и актуальность нового формата совещания, который позволяет решать проблемы каждого района на отдельных встречах в расширенном формате. Знаете, это нестандартный подход к решению таких социально значимых вопросов. Наш глава, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, ввел эту новацию. И на сегодняшний день Веденский район решил свои проблемные вопросы благодаря этому совещанию. В рамках проекта социальной дегазификации построено 28 километров внутрипоселкового газопровода, подключив к сетевому газу 423 домохозяйства. Работы продолжаются согласно графику программы. На 1 сентября 2024 года доходы консолидированного бюджета района достигли 854 миллионов рублей, что на 116% больше, чем в прошлом году. В районе зарегистрировано 415 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 111% превышает показатели прошлого года. Также на указанную дату общая сумма поступивших налоговых и неналоговых доходов составила 101 миллион рублей, увеличившись на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Чеченский государственный педагогический университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводит международный образовательный форум «Россия. Страны арабского мира. Новые вехи сотрудничества». Форум направлен на расширение взаимодействия с арабскими странами, будет включать представление ключевых проектов федерального и регионального уровня в сферах образования, туризма и культуры. Какие возможности и перспективы откроет это событие в сюжете Валентины Гусевской. Полномочные послы, деятели науки и чиновники из России и арабских государств прибыли в отель «The Local» в Грозном на первый день международного образовательного форума «Россия. Страны арабского мира. Новые вехи сотрудничества». Модератором пленарной сессии стал ректор Чеченского государственного педагогического университета Исмаил Байханов. Сотрудничество России со странами арабского мира имеет долгую историю и охватывает множество сфер, включая политику, экономику, культуру и образование. Не случайным местом проведения международного образовательного форума России, страны арабского мира, новые вехи сотрудничества город Грозный Чеченской Республики. Регион занимает важную стратегическую позицию по отношению со странами Ближнего Востока и Арабского залива. Организаторами события выступили Министерство просвещения России и Чеченский государственный педагогический университет. Приветственное слово от министра просвещения России Сергея Кравцова передал директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Усман Расуханов. Кроме того, в своем докладе чиновник отметил, Россия входит в десятку стран с лучшим образованием. Наша страна реализовывает множество образовательных международных проектов, в числе которых российский учитель за рубежом и строительство совместных школ за границей. Все наши действия и результаты сотрудничества направлены на одно – на благополучие наших детей, будущих поколений, от которых зависит судьба государства и народа. И именно поэтому в кругу наших единомышленников стран арабского мира мы всячески готовы к плодотворному диалогу.
Благодаря мудрой политике главы региона Рамзана Кадырова, Чеченская республика поддерживает близкие дружественные отношения со странами арабского мира. С такой позицией выступил министр образования и науки Чеченской республики Хошбау Дидаев. Укрепляя эти отношения, сегодня нам очень приятно, что дело зашло до обмена в системе образования наших с вами стран, высших учебных заведений, российско-исламские отношения, российско-арабские отношения сегодня укрепляют через образование. Мы знаем, что в последнее время начаты так называемые обмены наших студентов из Российской Федерации, Чеченской Республики со студентами государств, стран, которые вы представляете. И мы очень надеемся, что это послужит последующим будущим большому результату. Россия и арабские государства сотрудничают уже на протяжении многих веков. Подобные форумы являются возможностью не только поддержания дипломатических и дружественных отношений, но и возможностью поставить новые цели для взаимодействия. Организация Объединенных Наций ставит качественное образование одной из целей, от которой зависит устойчивое развитие стран. Россия успешно реализует поставленные задачи в данной сфере. Международный форум открыл еще большие горизонты для стран-участниц. Чрезвычайный полномочный посол Йеменской республики Аль-Вахейши Ахмед Салем Салех выразил надежду на создание русского образовательного центра в его стране. Мы подчеркиваем, что широкое распространение культуры и образования для всех людей на основе справедливости, свободы и мира имеет важное значение для поддержания человеческого достоинства. Мы также признаем важность специальной конвенции против дискриминации в образовании и подчеркиваем важность положений, принятых в рамках программы ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства на 2024 год на конференции по культуре и искусству в Абу-Даби. В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башар Джаафари отметил, в школах Сирии более 45 тысяч учеников изучают русский язык. Кроме того, идет строительство российско-сирийской школы в Дамаске. Сотни тысяч, а возможно даже миллионы арабской молодежи учились в странах Советского Союза, в России, в том числе в Чечне. А также граждане России, сотни, возможно даже тысячи, посещали арабские страны и также учились. За последние годы укрепились и дипломатические связи с государством Катар. Я рад, что участвую в этой конференции в Грозном. У Катара и России давнее стратегическое взаимодействие, и образование является важной основой этих отношений. У нас есть студенты, которые обучаются в России. Мы заботимся о своем образовании. Я думаю, Катар и Россия имеют много общего. Мы сотрудничаем в сфере туризма. Это важный экономический источник для наших стран и для образования наших студентов, которые учатся в этой области. Министр Чеченской республики по туризму Муслим Байтазиев познакомил гостей с достижениями Чеченской республики и планами на будущее. Туризм в регионе активно развивается не так давно, всего лишь 10 лет. Тем не менее, становится центром притяжения тысяч путешественников. Туризм у нас постепенно набирает обороты и сейчас уже составляет порядка 4,5% валового регионального продукта. В целом тенденция к росту говорит о том, что туристический поток в среднем растет от 28 до 30% в год. Некоторые участники еще до форума активно сотрудничали с организациями Чеченской республики ввиду широких возможностей и перспективности региона. Мы приехали на педагогический форум в Грозный, поскольку летом проводили здесь большой пилотный проект с 24 школами, 3 университетами и 1 колледжем. Мы запускаем систему ЛИК по спортивному программированию, школьную, студенческую и корпоративную. Безусловно, для того, чтобы образование развивалось, надо не просто встречаться на форумах и обмениваться студентами, а нужно совместно вырабатывать решения. И вот мы надеемся на то, что этот форум будет именно таким в плане выработки решений, что они будут не просто озвучены, но еще и будут исполняться. Международный образовательный форум пройдет и на следующий день, 25 сентября. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. В Министерстве экономического и территориального развития состоялось совещание по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата субъекта. Помимо официальных лиц Чеченской республики, встреча прошла при участии Агентства стратегических инициатив. Участники обсудили текущие показатели по разным социально-экономическим направлениям. В формировании национального рейтинга наш регион принимает участие 2014 года. По итогам 2023 года республика вошла в топ-15 лидеров, заняв 7-ю строчку и 1-е место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Важно, как сами жители оценивают. Оценивают они очень хорошо. И в этом есть показатель соответствующий. Чеченская республика всегда в лидирующих позициях. Но, как говорится, важно не стоять на месте, а развиваться. И вот сегодняшнее совещание свидетельство того, что в регионе соответствующая работа ведется регулярно. Это важно подчеркнуть. Конечно же, потенциал очень богатый сегодня в Чеченской республике. Просто он настолько богат, что просто нашим сегодня руководителям, органам исполнительной власти, муниципальных районов, вплоть до всех должностных регламентов, просто обратить внимание и еще больше акцентироваться на предоставление лучших услуг нашему населению, оказание большей поддержки нашему населению, нашим гражданам, потому что вся работа агентства стратегических инициатив, то, на что нацелены показатели указанных рейтингов инвестиционной привлекательности и качества жизни, это все приводит к улучшению качества жизни наших с вами граждан. Реконструкция железнодорожного комплекса в Грозном вышла на завершающую стадию. Грозненская станция является одной из старейших на действующей сети российских железных дорог. Модернизация с неповторимым архитектурным решением позволит сохранить историческую ценность, одновременно предоставляя современные и удобные условия для пассажиров. Турпал Али Тайсумов с подробностями. Железнодорожный вокзал в Грозном вскоре получит новое здание. Реконструкция комплекса вышла на завершающую стадию. Его площадь составит около 7000 квадратных метров. Единовременно он будет способен пропускать 350 пассажиров в час. Работы ведутся по графику, и нужда в материальных потребностях отсутствует. Проектировщики в процессе проектирования связывались с нашим Министерством культуры, учитывался наш культурный менталитет, учитывались наши какие-то национальные орнаменты. Вы их можете посмотреть, вот колонны навеса над платформой. Сейчас мы ее не видим. Башня 67 метров на шпиле. Не испытываем проблем с финансированием, с поставкой материалов. Чувствуем поддержку и со стороны главы республики, и со стороны администрации города Грозного. Внутри объекта рабочие проделывают последние косметические штрихи. Впереди остается только прилегающая территория. Она будет включать пешеходные зоны, парковочные места и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, вокзал будет доступен для маломобильных граждан, будет стопроцентная адаптация. Строится вокзал в соответствии с новейшими требованиями и в плане дизайна, и в плане эксплуатации. Все будет очень доступно и красиво. ЖД-вокзал строится в форме птицы, взмахнувшей огромными крыльями. Его возведение находится на личном контроле главы субъекта Рамзана Кадырова. Это один из наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры субъекта. Его фасад отделают светло-серым мрамором и гранитом. Такое решение не только придаст сооружению уникальный внешний вид, но и позволит защитить пространство под ним от осадков и перегрева в теплые времена года. Турпал Али Тайсумов и Хусейн Мурдаханов. Вести. Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.